как доказать, что Мухаммад, например, для 20 века, что он действительно был пророком? Вы побывали, можно сказать, в самых высоких кабинетах, Да, да? Итак, вы заканчиваете учебу, вы едете в Сирию, когда уже Валерии Михайловне можно ехать в Сирию, да, 5 лет прошли. Вы получили, получается, через 3 года, в 1975 году, вы получили разрешение официально жениться, вы уже официально в браке. И тогда Валерия, когда уже официально уже сочинение брака, уже из МИФИ не может больше держать у нас, потому что уже факт, что у тебя уже документы, что ты уже вышел замуж за Аль-Рушд Мухаммад. Поэтому мы вашу ставку переводим в другой институт, они говорили институт МАДИ. МАДИ. И она переходит работать в МАДИ, да. переводчиком. Да, ее подруги приехали сюда. Они знаешь, что другого человека бы они это выгнали вообще учебу полностью. То есть все-таки не приветствовалось в Советском Союзе, да, вот брак не приветствовался с гражданином другой страны. Да? Они сказали, ну они сохранили твою зарплату, свою эту ставку, что вдруг чтобы у тебя был всегда обратный выход. Потому что если остаешься без работы, ты уже связана с Аль-Рушдом, и ты не можешь, он тебя кормит, и ты не можешь никак не уходить. У тебя нет самостоятельности. А мы, это именно институт сохранили твой статус, другой институт, что всегда ты можешь отказаться. И у тебя много женихов, в МИФИ, пожалуйста, много, сколько хотите, много мужчин. В общем, они беспокоились за судьбу Валерии Михайловны. То есть, тут еще надо сказать, что, конечно, она была, я думаю, в то время высококлассным специалистом, которого, конечно, берегли, потому что она была прежде всего специалистом. Тоже играет тоже. Да, конечно, это не любую студентку и не любую женщину, наверное, так бы оберегали, как оберегали Валерию Михайловну. Но, тем не менее, оберегали, не оберегали, а семья получилась, да. Родился Халид тоже. И Халид родился в 79-м. В 79-м году рождается Халид. И как раз здесь. Да, в Москве, когда жили на Кравченко. На Кравченко, улица Кравченко. Потому что между Кравченко и Марьянова, и Кропская всего одна улица. Между ними, там, они так рядом там. И как вам сказать, и после рождения Халида поехали в Сирию. В Сирии начала, Лера смотрит, действительно, ислам работает. То есть она увидела, она жила здесь, в Москве, здесь не было совершенно никакой, можно сказать, религии, да? Здесь абсолютно светское было государство, которое вообще, можно сказать, там подсудно было пропагандировать религию. Это было вот все в тайне, да, в тайне крестили, в тайне мусульмане тоже свои обряды совершали, абсолютно. То есть светское государство, атеизм, коммунизм. Да, между прочим, чтобы получить разрешенный брак, должна быть справка, что она христианка. Так. И мы поехали в Ленинград, где ее мать, Надежда Павловна, у нее крестили, тоже она крестилась тоже в той же церковь, которая в Ленинград. И у нее даже мать еще знает знакомых для некоторых священников, которые там работали. И сказали, мой отец, этот священник, говорит, он крестил твою мать. То есть уже ее семью знают, там крестили, понятно. Да, потому что взяла с собой справку, это будет без моего отца, например, который он подписал, когда крестил твоей матери, вот так. И она тогда, потому что Сирия должна быть, чтобы женщина была грамотная, чтобы была, например, высшее образование, и что она не еврейка. Не еврейка, это было главное. И это достаточно справка от любого церкви, что это подтверждение, да. И вот так и получили это. Конечно, когда уже в 1975 году, в 1974, когда пришел этот Горбачев, в 1984, или он в 1985. Так. Мне кажется, это 11-й съезд, это февраль, мне кажется. Да, я помню это. Но в начале 1985 Горбачев на один съезд выбрали его, потому что Черненко умер в конце 84-го? В 84-м или в начале 85-м. Хорошо, да. так. И он сразу, я помню, Горбачев начал говорить о том, что надо религия тоже ему важна для людей, для духа и так далее. И сразу убрал, на одном из съездов убрал 8 статья. Которая преследовала людей за пропаганду. Я сказал, Лера, все, у тебя причины нету, надо уже пора заниматься Кораном.
может, ты прав. А скажите, вот получается же, вот Валерия Михайловна, во-первых, человек, как она сама себя всегда характеризовала, это человек, который не приемлет никакого давления на себя, да? То есть она абсолютно самодостаточная, самостоятельная, образованная женщина, и она, будучи христианкой, выходит за мусульманина, рождается ребенок, и вот рождение ребенка было, ну, каким-то, что ли, началом дороги в ислам, да? Да. Потому что я научил его ислам, научил его ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. Он говорил аль-Фатиха, первый, что говорил, первый, что в 2 лет или даже меньше, еще меньше 2 года, я раньше всегда читал аль-Фатиха, он так внимательно слушал. Когда первый, что говорил, он говорил аль-Фатиха. Он оказался, у него очень запомнилось и так далее. И начали удивились, говорит, начали кушать бисмилля, например, в такой возраст, например, и так далее. Потому что я очень внимательно думал, ну как вам сказать, самому это решаю, знаю, это тоже говорит, Мухаммад, ладно, жена может отвечать на себя, если ты должен быть только к ней добрый, а сын, ты обязан. Ты можешь более строго с сыном, потому что это твоя ответственность, чтобы он был мусульманин. Почему ислам разрешает жениться на не мусульманка? Потому что он это голова семьи, и он обязан воспитать детей в духе ислама. А наоборот, не разрешает мусульманка выйти замуж за не мусульманин. И однажды, я вам рассказал, наверное, однажды этот священник спорил с шейхом. У вас несправедливости. Мы разрешаем вам, вы ваша религия разрешает вам жениться на нашей девушке, а нашим девушкам не разрешает? Нет, а нашим мужчинам не разрешает жениться на вашей девушке. То, к чему человечество было готово, приходил вот этот текст, как бы подтверждая эти знания и чуть больше. Потому что у каждого пророка свои чудеса, что он не самозванец и не лишний пророк. А как доказать, что Мухаммад, например, для 20 века, что он действительно был пророком, что его книга, которую он никакого отношения не имеет. Мухаммад сказал, оставьте Коран, время толкует его. Время толкует. Коран состоит из разных аятов. Аят, который ибадат, который это называется ибадат, это как молиться, как хадж совершить, как сон, как пост. Мухаммад объяснил их. А остальные многих аятов, которые написаны о звезд, о небесах, он их не мог объяснить. Он говорит, оставьте, это время их толкует, И написано, думайте в себе, как созданы, как глаза, думайте как животные, думайте как горы, размышляйте. И говорит, Мухаммад говорит, оставьте время, все это время толкует все эти места. И когда Валерия начала смотреть, что действительно в Коране, она говорит, а может в Библии такой же? Искала Библию, сначала не нашла ни одного, ни одного абсолютно. И даже нашла многих в Библии, где написано, например, Амаль Расул, деяния пророков. Это не священное. Деяния пророков, такой большой часть это в Библии. Деяния пророков. Да, деяния пророков. Это люди, которые, это история пророков. В чем это святой, например? Она советовала, когда однажды об этом говорила, некоторые сектанты, они убрали эту часть из Библии. Сказали, это отдельно, они разделили его. Так что это не может быть частью Библии, часть Библии, часть священная, потому что это кто-то, пророк, как он сделал, как он ходил, тем более половина было много ложь о пророках. Ну да, все-таки ведь это интерпретации, какие-то рассказы, кто-то что-то прибавил. И второй, Аллах говорит, что я не сохранил ни одной книги, а это Коран, я обязуюсь на себя сохранить его. Почему мы печатаем, когда Коран печатает арабский текст, чтобы смотрим, что в течение 1500 лет не изменится ни одна буква, ни одного. И вот, а сейчас любого христианина, любого еврея, дайте мне оригинал Библии, который была у Муса, который была у Иса. Нету их. Все, только перевод. Переводы, интерпретации какие-то. И никак оригинал не остался. Потому что Аллах знает, что это временный приказ. Временно, да. Вот так. И конечно, у Леры, что у него Бог один. Не может, и ничего не похоже. Ничего не должен, на чем. И мы не можем представить, какой он, он так далее.
В Библии написано, даже, между прочим, что кузнец это никогда железо не может узнать кузнец. Дерево никогда узнает плотник. И человек не может узнать его создатель. Как компьютер не может узнать, кто его программировал. Потому что у нас так ум нету сейчас, нету возможности, не имеешь представиться. То есть те категории, которыми мы мыслим, они просто не дают нам возможности и даже понять вообще, как это может быть. Даже дух не можем. Вот у меня у Халида сейчас программа на телевизоре о мозге. Он говорит, самый сложный мозг, самый сложный элемент у человека это мозг. Он говорит, такие скорости, например, как информация идет, даже скоростнее, чем скорость света. Сколько там клетка там в любого мозга человека, он идет, удар, например, этой информации, она как движется, он говорит, в такой длине, оказывается, сколько длины. Нейронные связи различные, да? И иногда он говорит, это не один до сих пор, и не вряд ли, что можно время, когда мы можем узнать мозг. Досконально узнать мозг, да. Мы действительно знаем очень маленький процент. Да. Возвращаясь к переводу, вы в Москве начали, получается, переводить, да? Да, в 85-м, но сразу поехали в Сирию. Сразу поехали в Сирию? У нас духа не хватает, здесь все мешает, нету литературы, нету консультантов, людей нет. Нету людей. Так, и поехали в Сирию, конечно, и в Сирии там условия очень нам помогло. Библиотека отца, который, библиотека, который да, тут сотни, наверное, тысячи книг, да, то есть, да. И это, как вам сказать, и живые профессоры, которые у них исламоведы, которые, потому что даже все, что написано, все равно иногда идет место, когда не хватает. Непонятно. Все тафсиров и мало. Допустим, были у нас, например, есть в Коране текст о пророке Сулеймане, алейхиссалям. И где он, например, он говорит, что лошади, мои лошади, отвлекли меня от молитвы, и я должен, якобы, написано так, масхан بالأعناق والأرجل, он якобы начал кладить их шеи и ноги. Скажите, пожалуйста, вы 10 лет прожили в Сирии и потом все-таки переехали в Москву? Ну, потому что Ольге нужно распространять книгу. Да. Потому что, как смысл, я сказал? Надо уже к читателю. Читателю, хорошо, перевели книгу, а зачем? Что, поставить его в библиотеку? Да. И началась, получается, преподавательская, просветительская деятельность, да? И сразу мусульмане говорят, нам очень нравится, нам это все половина муллы, мы не понимаем их, они только требуют молитесь, закат и дайте нам, помогите, а вы тогда помогаете им. Не просто помочь, а именно вы даете нам книги, например, да, и знания. То либо символическая цена, либо бесплатно и так далее. И вот так, альхамдулиллах, Лера обошла вообще весь СССР. Ну да, пошли. Ну вы вместе практически объездили весь мир, и СССР, да, то есть вы побывали, можно сказать, в самых высоких кабинетах, да, с президентами, всегда у нас встречались, особенно когда это, например, я как бы сказать, когда уезжаю в Сирию, единственная страна, когда приходим не в депутатский зал. Везде летаем в Валерия, нас встречается депутатский зал. Единственная страна, где там мяч, например, иногда дальше встречались, но в последнее время очень как свои, не депутатский зал. В Египте депутатский зал, в Эмираты иногда, в Кувейт, а в России все это всегда у нас. Ну, то есть у вас всегда, да, не только депутатские, и цветы, и торты, и так далее, и музыка. VIP уровень. VIP всегда, да. Всегда VIP. Да. Вообще очень интересно, я думаю, еще такой момент, вот с чисто женской точки зрения, потому что я сама начала знакомиться с текстом Корана и вообще понимать, наверное, ислам с помощью как раз лекций и видеопрограмм, которые записывала Валерия Михайловна. Потому что вот так как она
она действительно обладала даром убеждения, даром преподнести информацию понятно, доступно. И вот никого я не встречала, чтобы вот так мне донесли смысл религии, в которой я родилась, в общем-то, вот, да. И это делает русская женщина. Это, конечно, чудо. Это чудо. Я могу сказать, ее талант, во-первых, и во-вторых, профессия, что она была учительница. Да, это в такой призвание, да. Доцент, допустим, она доцент кафедра иностранных языков. И во-вторых, конечно, могу ее талант, безусловно, Аллах дарил ее. Дарил. И плюс, что я рядом. Потому что я могу сказать, я открыл ее, понимаете, она замкнута была в институт МИФИ, работала 17 лет там почти, и все внимание отдала это статьи, которые о физике, о атомной и так далее. У нее 2-3 лауреат Нобелевской премии, которые она учила их английский язык, чтобы защитились они. Обалдеть, это вообще отдельная какая-то жизнь, да, уже до... Да. И я когда сказал, ну хорошо, это люди, ты научила английский язык, они получили Нобелевскую премию, и что? И после этого ты в одном мире, они в другой мир. Скажите, пожалуйста, вот, конечно, хочется еще с вами пообщаться. С удовольствием. Да. Но приходится прощаться, потому что время у нас уже исчерпано. Большое вам спасибо, что вы пообщались. Спасибо. Я вот уверена, что еще столько тем у нас осталось за кадром, что называется. Но, возможно, мы еще вернемся к нашему общению. Когда у вас с удовольствием, большой привет нашим молодежам, нашим, кто нас будет слушать. И извиняюсь за не такой русский язык, как у Валерии. Ну что вы прекрасно говорите, я надеюсь, что все понятно. Дорогие подписчики, мы завершаем нашу беседу с доктором Мухаммедом, мужем Иман Валерии Пороховой. Конечно, рекомендуем вам читать ее перевод Корана, изучать Коран. Неважно, христиане вы татары, не христиане, мусульмане татары. Неважно. Изучайте Коран, изучайте его как знание прежде всего. И если есть вопросы, то пишите комментарии, пожалуйста. Я буду рада, если вы начнете задавать какие-то вопросы под этими фильмами и захотите узнать больше. Большое спасибо. Подписывайтесь, ставьте ваши лайки, пишите комментарии и до новых встреч.